Так. Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 16 августа 2024 года, 16 часов 13 минут по Берлину, 17 часов 13 минут по городу Джохару. Друзья, я вас всех приветствую. Так, почему у меня не начался эфир? Что такое? Вот, начался. Все отлично. Все отлично. Так, Атакамс к нам зашел. Так, друзья, я вас всех сердечно приветствую. Ну, как обычно, по нашей традиции, мы начнем наш стрим сегодняшний от сообщения от Генерального штаба Вооруженных сил Украины о потерях русских оккупантов. Ну и сразу напоминаю всем, кто меня смотрит, кто находится во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия, либо в фашистской России, не ставьте лайков, не пишите комментарии и так далее, не распространяйте ссылку. Все остальные в 10-кратном размере. Валейк салам, дикий варя. Так, сейчас я тут настрою. Машволь, человек, заранее, наперед, человек Машволь. Так, за прошедшие сутки, друзья, количество уничтоженных русских террористов увеличилось до 1330 боевиков, убитых и раненых. 12 танков, 35 боевых бронированных машин, 59 артиллерийских систем, 5 РСЗО, 61 БПЛА, 1 крылатая ракета, 73 автомобильной техники и цистерны и 16 специальной техники. Слава ЗСУ, слава Украине! 1330. По-моему, 1330 цифра давно не достигалась, и она была, по-моему, в самом начале. В самом начале, еще когда бои шли под Киевом там, и так далее. Тогда были, по-моему, такие же огромные потери у русских террористов. Но сейчас обороты все это набирает. Сегодняшний свой стрим, который я вещаю в YouTube и в TikTok, я назвал в TikTok чуть-чуть. Камера у нас бочком стоит. НАТО входит в Украину. Массовая капитуляция россиян и вопросительный знак. Guten Abend. Guten Abend. Ну и до вечера, мне кажется, рановато. Как вы, друзья, по ради? Австрийский художник. Фашняга, что ли? Гитлеряга, что ли? Ну ладно. НАТО входит в Украину, массовая капитуляция россиян. Давайте об этом и многом другом поговорим, друзья. Максимус, спасибо. Спасибо за подарок. Спасибо за подарок. Так, давайте об этом и многом другом поговорим. Так. Сейчас, одну секунду. Ну, перед тем, как начать свой стрим, я бы хотел бы, активно мы начали говорить, я бы хотел бы кое-какую тему затронуть. Сейчас более 2000 россиян взято в плен. Происходят обмены, мы знаем, что происходят обмены и в Украине, и здесь, в Европе, и на Западе. И недавно был обмен людей
здесь, в Европе, на русских террористов и шпионов. В том числе был обменен убийца Зелимхана Хангашвили. Но за все это время мы не видим, чтобы обменивали чеченцев. Нам украинская экзотическая журналистика рассказывает о том, что за кадыровцев, которых они называют экзотикой, дают больше, видимо, деньги дают тоже, ну и так далее, и так далее. И Украина отдает кадыровцев, забирает украинцев. Европа, Запад отдает русских террористов, в том числе убившего чеченца, и в обмен забирает своих людей. Но почему-то не забирают чеченцев, которые уже томятся в тюрьмах, задерживаются, арестовываются, ни чеченцев, ни ингушей. Я хочу поговорить о Тимуре Тунгоеве, которого вероломно Евгений Енин, я полагаю, там еще к этому причастен Антон Геращенко. Вот эти люди передали, вызвав его с фронта. Мне тут писали, что никаком на фронте он не был, Евгений Енин сказал. Евгений Енин, покойный Евгений Енин, был лжецом. Другим он там и быть не мог просто. Потому что это был подлец высшей пробы, который он и такие же, как он, которые вызвали Тимура Тунгоева с позицией. Он был, состоял, я так полагаю, у него было удостоверение батальона, участника батальона шейха Мансура. Его вызвали с передовой, сказали просто поговорить, допросить, потому что его ФСБ обвиняло в том, что он был радикал, он был в Сирии. Полагаю, он был в Сирии, но я всех деталей не знаю, поэтому не будем отвлекаться на этом. Но где бы он ни был, из ада, если даже он пришел, отдавать ФСБшникам человека, который находится на твоей территории, который заявляет, как минимум заявляет, у него есть и удостоверение, он находится на фронте, вызвать его якобы для допроса и быстро его оформить, фигурировала тогда сумма $40 тысяч, за которые русские за него заплатили, и быстро передать ФСБшникам, тем самым ФСБшникам, с которыми Украина вела уже 8-й год, или там 7-й год войны тогда шел, еще до широкомасштабного вторжения это было. Как раз тогда подчищали коллаборанты Украине, тех, кто будет сопротивляться готовящемуся вторжению России. Вот я хотел бы поговорить о том, чтобы Украина затребовала чеченцев. И давайте посмотрим тогда, как ценят, ведь экзотических кадыровцев ценят они, как они говорят. Это все манипуляции, это обман. Специально поднять цену кадыровцев. Сейчас кадыровцы не воюют, кадыровцы разбежались. Мы взяли 1000 кадыровцев в плен. Мы там делаем уже батальоны из кадыровцев. 3-е, 10-е. И дай бог, чтобы так было. Я за то, чтобы они перешли. И им пора уже переходить. Потому что если они со своим народом, с чеченским народом, они с фашистским, российским, военной вот этой машиной, они должны переходить на сторону Украины. Это без сомнения. Потому что рано или поздно им придется переходить на сторону. Либо садиться в тюрьму и так далее. Если вот такое количество обменивают, так много берутся в плен, давайте обменивать на тех, кто сидит в русских концлагерях. Почему не делается этого? Я призываю президента Украины, я призываю Сырского, я призываю всех других президента Украины Владимира Зеленского, начальника Генштаба, главнокомандующего Генеральным штабом, Сырского, всех людей доброй воли, всех, кому
не чужда справедливость, объективность, честность. Я призываю всех этих людей поднять этот вопрос и а, затребовать Тимура, как минимум Тимура Тумгоева, и всех нужно затребовать, всех. И тех чеченцев, кто воюет там, вот вы берете кого-то в плен, что-то происходит, тут технику берете. Почему вы не говорите своему руку, хотя, наверное, вы говорите, но, видимо, недостаточно это вас слышат, нас всех слышат и не обменивают. Откуда такая предвзятость? Почему не обменивают Тумгоева, которого сама украинская власть в лице замгенерального прокурора передала фашистской России? Человека, который пришел защищать, не просто приехал там потусить. Поэтому есть много людей, я думаю, фамилии я сейчас называть не буду, чтобы не возникли какие-нибудь проблемы с этим. Про Тимура Тумгоева я говорил с первых дней, когда его задержали, когда его передали. Поэтому о нем я говорю, это уже известный факт. Ну и всех других, которые там есть. Нужно обменивать, нужно вытаскивать. Нельзя же так просто оставлять людей. Я понимаю, есть в Украине, русские сейчас заявляют 6500 у них украинских военнопленных, что, я думаю, не соответствует действительности, но они могут сделать из них 6500, потому что, как мы знаем, как они вот американцев, немцев брали в заложники, также они брали и чеченцев в заложники. Мирных, простых людей на блокаде. Поэтому вот этот обменный фонд, о котором говорят, его можно очень легко пополнить. Россия это умеет делать. Брать просто всех подряд. Паспорт украинский, все, пойдем, ты будешь будешь у нас теперь в качестве заложников. Поэтому вот такая вот у меня и просьба, и призыв, и обращение, чтобы, ну, покажите, в конце концов, украинцы, что вы справедливы, вы всегда требуете справедливость к себе, и это правильно. И я требую к вам справедливости. Уже 10 лет, когда разные экзотические украинские журналисты прислуживали оккупантам, я защищал Украину, еще будучи в Москве. Но это мое сугубо личное дело. Просто я хочу сказать, чтобы справедливость нужна не только вам, украинцы. Она нужна всем. Она всем нужна. И вы получите справедливость, если вы будете справедливы сами. Если вы будете сами. Как-то так, друзья. Давайте почитаю ваши комментарии и продолжим наш стрим. Так, давайте тут. Валейкум. Здравствуйте. Здравствуйте, Аслан. Осветите тему про раздувание мигрантофобии в России. Почему такая ненависть к нерусским людям? Ну, давайте так. Кто еще у нас тут сейчас зашел? Салам Баудин. Алейк салам Баудин. 100 воров. Алейк салам. Всех, друзья. Машволь, демократ. Машволь, шевига. Адыгей, уэй. ВДМ. Всех приветствую. Русские сдаются, как их ряды в 41-м. Наверное, к 7 ноября украинцы будут в Москве. Я полагаю, что мы много чего сейчас интересного будем увидеть и наблюдать, друзья. Так. Аслан, здравствуйте. А кто был прокурором в Украине, когда выдали Тумгоева? Был прокурором кум Порошенко, его называли. Это был Куценко, по-моему, его фамилия была. Был такой, да? Я просто путаюсь, там несколько фамилий есть, которые я постоянно... По-моему, его Куценко, по-моему, звали. Была фамилия. Привет вам с Австралии. Ох ты, как далеко. Австралия, витаю вас. Слава Австралии и Украине, и Ичкерии. Луценко, да, точно. Спасибо, Сандерс. Да. Луценко его было. Фамилия.
Дигду дал Бухаста, хала дигду бушидо, все отлично. Такой был стрим, когда вам встретился кадыровец. Он говорил чеченская гвардия, а вы Росгвардия ему говорили. Так, было дело. Брат, а когда сделаешь стрим в чат рулет, когда вы кадыровцев встретили в чат? Это было давно, это было. Привет из Мадрида, Мадрид, приветствую. Это было давно, я, знаете, я начал делать эти чат-рулетки, этот мой канал, они атаковали, начали писать жалобы, потому что без их разрешения ты записываешь, и они имеют право пожаловаться. И YouTube мне прислал 2 страйка, и я вынужден был закрыть полностью все видео и ждать, пока мне посоветовали, что нужно закрыть все. Я все закрыл, чтобы 3-й страйк не перелетел, потому что если 3-й страйк прилетает, то ваш канал блокируется навсегда. Хотя, неважно сейчас, сколько там подписчиков, 90 сейчас тысяч, они мне этот канал душили столько времени, там вообще не будет подписчиков. Теперь уже я сам выступаю в роли раскрученного канала, поэтому, в принципе, я думаю, меня услышат, даже если они этот канал полностью закроют. Другое дело, что на широкие массы не пускают. За все это время, вот 10 лет я борюсь за интересы Украины, отстаиваю интересы Украины. И я, ну, как факты говорю, вы все это видите, может, знаете, кто смотрит. За все это время, как сюда приехал, ни один украинский канал меня не звал, не говорил со мной. Звали всех, кто пророссийский, кого я разоблачал, кого я прямо указывал, что они пророссийские. Украинские каналы их вызывают и с ними разговаривают. И таким вот, и причем, знаете, было, помните, ну, кто следил, наверное, помнит, была такая тема, ФСБ передавала информацию СБУ, про какие каналы нужно назвать плохими, ну, такими отвратительными. И они делали следующего. Они передавали, ФСБшники передавали СБУ каналы, СБУшники передавали ФБР каналы, а ФБР уже говорил Ютубу, Федеральная служба говорила Ютубу, что делать там, какие каналы там задвигать. И мой канал был полностью задвинут. Вообще, каждый день отписки. Ну, короче, гасили мой канал. Это спасибо СБУшникам, которые прекрасно знают, кто я такой. У них от ФСБ поступила информация, а СБУ сотрудничает, как мы понимаем, теперь уже с ФБР. И СБУ передает информацию ФБР. ФБР бомбит все каналы, это типа антиукраинские. Мой канал антиукраинский. Они так его называют. Вот такая вот интересная ситуация получалась. Мой канал гасили, давили и так далее, и так далее. Но за все это время, если бы Украина на самом деле вычистила эту 5-ю колонну внутри себя, то такие деятели, которых Украина приглашала на свои каналы, ну и так далее, они бы там не появлялись бы. На все это тратилось время. Вы хотели лишь объединить чеченцев, чтобы вам помогали чеченцы. Тогда нужно было это делать так, как правильно это делать. А не одних чеченцев депортировать, лишать их гражданства, которые, ну там, не гражданство, там, банковскую карту даже нельзя было открыть, там, не носить там списки, санкционные списки. Мой канал давили, Тумгоева выдавали, и все это как бы осталось вот так, как осталось. Да? Поэтому мы испытали очень много разных всяких давлений, трюков со стороны России. Ну, что поделаешь, да? Друзья, очень жарко. Или разрешите, я сниму пиджак. Очень жарко, друзья. Очень.
Так что вот такие вот дела. Ну ладно. Асан, здрасте. А кто был? Да, это я уже ответил. Привет с Австралии. Так, клоуны. Роман Романов говорит. Аллаху Акбар, Ахмад сила, Россия мощь. Смотри, Романов. Вы вначале говорили, ну, это я не знаю, кто ты, наверное, если Ахматовец, наверное, понимаешь, о чем речь. Раньше говорили просто Аллаху Акбар. Затем говорили Ахмад Силас. Затем начали говорить, ну, обидно же, русские говорят, вы что это тут, Россия мощь, надо говорить. Это если Ахмад Силас, то как это без России немощи? Начали говорить Россия мощь. Я-то наблюдаю за всем за этим. Теперь начали говорить Аллаху Акбар, Ахмад Силас, Ахмад Силас, Россия немощь, ну как, чтобы они не вырезали, я уже правда сказал, они вырезают и так распространяют, поэтому я буду так говорить. Потом говорят Бог велик и Аллах Акбар, Аллах Акбар. То есть уже переводят Бог велик и потом бедолаги. Бедолаги, да. Я украинец. Для меня Джохар Дудаев герой Ичкерии Украины. Иван Казак. Иван, спасибо вам. Я чеченец. И для меня Степан Бандера герой Ичкерии Украины. И я чечено-бандеровец. Прямо вам говорю. Вот такие вот дела. Так. Самый настоящий бандит и есть Россия. Абсолютно, Дариус. Приветствую тебя. Кавказские войны, российская армия поставила кавказцев над собой. Да, кавказцы такие, они умеют. Империя будет свободна. Империя будет свободная. Меня, знаете, что удивляет? Даже когда Украина взяла уже почти всю Курскую область, почему-то до сих пор появляются тролли, которые еще что-то пытают. Вы уже смените свою методичку. Все уже, все. Великая неделимая. Вы же говорите, границ у вас нет. Ваш Путин же говорит, границ у России нет. Все, границ нет. Украинцы же поверили, что говорит. Ну, хоть в чем-то же должны они верить вашему, этому Лилипутину. Поэтому так получилось, что они просто заблудились, там у них учения были, и так нечаянно зашли туда, и там случайно комендатуру установили военную, там у разных там места назначили губернатора уже Курской области. Все нормально, не волнуйтесь, все хорошо, все хорошо. Я вас уверяю, россиянцы, это я к вам обращаюсь, россиянцы, я вас уверяю, что украинская власть вас будет лучше социально обеспечивать, заботиться о вас и так далее. Ваши крымчане, луганчане, дончане, которые были душой за вас, они хотели, вернее, рублем, наверное, за вас. Они хотели, чтобы у них была пенсия, там такие денежные выплаты, социальные выплаты, как на России. Но, увы и ах, не получилось у них. Теперь вот смотрите, они сами пришли, украинцы. Украинцев денег куры не клюют, россияне. Вы смотрите, американцы сотни миллиардов выделяют. Сотни миллиардов. Это же не все на войну. Там помощь, ведь Украина же воюет. Она, по идее, должна была уже, у нее коллапс должен был случиться. Нищета должна быть. А вы посмотрите, квартиры почем продают и так далее. У них экономика держится. Держится не то слово, она наоборот усиливается. У них зарплаты есть у военных, которых тоже тратят в своей стране. Единственная проблема, говорят, они в казино играют в телефоне, который, кстати говоря,
вражеская. Но это так. С этим, наверное, там займутся, поборются как-нибудь. Поэтому россияне, вернее, или украинцы, уже можно вас так называть, наверное, да, или курчане, все нормально, не волновайтесь, все отлично, да. Не только Америка и Европа. Конечно, не только Америка и Европа, абсолютно так. Наша Германия помогает очень сильно, очень сильно. Валейкум салам, Осман, ваш воль. Так, давайте почитаем комментарии. Говорят, весь Курск взяли. Нет, Курск еще не взяли, Макаров, мы врать не будем. На нашем канале, в отличие от ваших российских помоек, у нас здесь не врут. Мы говорим правду. Ничего, кроме правды и только правду. Поэтому Курск не взяли. Курск пока не взяли. Но, я думаю, знаете, что может произойти? Это так, мой гипотетический сценарий, что может произойти. Ну, во-первых, и мы ожидаем, я предполагаю, что в Белгородской и Брянских областях будет заходить Украина. Дальше я полагаю, что на территорию Украины, если уже не вошли, то войдут войска НАТО, если уже не вошли, потому что еще определенное количество террористов большое количество террористов находится на территории Украины. И все время их накачивали, туда заводили, завозили. Сейчас их перебрасывают туда, в Курск, там, Белгород там, и так далее, и так далее. И на территории Украины, не нарушая международное право, войска НАТО по просьбе украинского правительства, которые придут на помощь Украине, украинскому народу, они будут защищать территориальную целостность, не только они, там и украинские войска, а в основном украинские войска пойдут дальше. Дальше пойдут до Москвы, я полагаю. Это, конечно, может затянуться, растянуться, но мы видим, что это неизбежно. Россия должна потерпеть полное военное поражение. Полное. Россия должна ответить за все, что она сделала. За каждого убитого украинца, за каждую слезинку ребенка она должна. За каждый разрушенный дом она должна ответить. За каждый. За все должна ответить. За разбитый асфальт, который их танки разрушили, разбивали. За все будет отвечать Россия. Да, Мула. Курчанам без виз дадут Европу. Абсолютно так. Украинцы спокойно ездят без виз в Европу. Курчане, вы счастливчики. Вы самые везучие люди во всей фашистской России. У вас будет без виз в Европу. У вас будет помощь от Украины, от Европы. Вы сейчас должны выходить и говорить, что вы не эвакуироваться. Конечно, где боевые действия, оттуда нужно эвакуироваться обязательно. Все. Потом вернетесь. Но если нет боевых действий, не надо уезжать. Наоборот, помогайте украинцам. Помогайте, встречайте их, кормите их. Давайте им информацию. Ну, все как обычно. Это ваши защитники от КГБшной террористической банды, которая засела в Кремле. Понимаете? На Лубянке. В коем веке вас освобождают. Правда, Жванецкий говорил, если кто-то будет освобождать русских, россиян, из концлагеря или из тюрьмы, ну так, приблизительно вспоминая, что он говорил, что они повесят того, кто их хотел освободить, на воротах тюрьмы и вернуться в тюрьму. Это тоже не исключено, но не все же должны быть все-таки рабы, там хоть какой-то процент же должен быть, который хочет свободы. Тем более Курская, Белгородская, Брянская, это все бывшие украинские земли. Там очень много живет украинцев, говорят на украинцах. Даже не украинцы говорят на украинском там, особенно когда видят украинцев. Поэтому
Курчане, у вас не все плохо, как вам говорит пропаганда там и так далее. Вы просто своих пленных посмотрите к своим пленным, которые у них находятся, у украинцев. Это пленные, военные, на их земле с оружием пришли их убивать. Посмотрите, как им. Это международное право такое есть. Понимаете? Это не пустой звук, это на России пустой звук, международное право. А в мире оно соблюдается. И Украина его безукоснительно с первых дней войны, еще 10 лет назад, соблюдает. Понимаете? В отличие от вашей фашистской вот этой гибни, которая сидит у вас там в Кремле на Лубянке. Поэтому, дорогие курчане, встречайте украинцев, вывешивайте украинские флаги, помогайте им, поддерживайте. Это важно, солдату, воину очень важно. Понимать, что вы с ними, что вы не против них. Важно, пожалуйста. Это все равно произойдет. Не будет никакой супер мировой войны, которая там уносит много жизней, и вы победите. Этого не будет. Будет просто разматывание, так сказать. Разматывание будет фашистской банд-армии, которая напала на суверенную, называя ее братскую страну. Понимаете? Поэтому все нормально, не волновайтесь. Чей Курск, говорит? Курск. Курская область. Курск пока еще не освобожден. Курская область украинская. Россия не проиграет. Россия уже проиграла. Ну, Берлин, нет, это христианин говорит. Берлин и так далее. Россия, Америка — это сионисты. Сионисты. Как могут быть русские сионистами? Скажи мне, если на день рождения Путина 7 октября ЧВК, Ирано-российская ЧВК Хамас совершает геноцид евреев. Объясни мне, как они могут быть за сионистов. Это фашня. Вообще, одна из скреп КГБ – это антисемитизм. Это обязательно античеченизм, чеченофобия и евреофобия. Это американофобия обязательно. Это 100%, да? Путин сдохнет, а россияне будут расплачиваться. Абсолютно, Наталья, абсолютно так. Именно так. Путин или сядет, либо сдохнет. А платить россиянам не просто сегодня живущим, еще тем, кто не родились, придется платить, понимаете? Поколениями будете выплачивать. Поколениями. Из поколения в поколение будете украинцам. И нам, чеченцам, и грузинам выплачивать будете. Слава ЗСУ. Аминь. Героям слава. Интернет все запомнит. Учти. Коля пишет. Блин, Коль, не говори никому, хорошо? Только никому не говори. Мне так жаль, короче, что он все запомнит. Точнее, если честно, Колян, я боюсь, что он не запомнит. Я приходится вновь и вновь повторять. Вдруг не запомнит, вдруг что-то забудется или потеряется. Слава Украине, слава ЗСУ, героям слава. Таки да, шалом с Иерусалима. Шалом, Иерусалим, шалом. С нами Бог, говорит Оксана Чарыкина. Да, трудно спорить, потому что вы постоянно говорите, что с вами Бог, с вами Бог. И, ну, значит, вы что-то знаете. Значит, Он точно с вами. Ну, давайте разбираться, кто же является вашим Богом. Вот он был такой профессор Абдурахман Автарханов, известный такой деятель.
Он писал, что, и я согласен с ним, он писал, что коммунисты не атеисты. Вот эти советские, они не атеисты. Они уничтожали ислам, христианство, иудаизм, все, что с всех носителей этой религии, этих религий, и создали свою новую религию. Их Бог, это я уже от себя добавляю, ваш Бог, который всегда с вами, это Ленин, который убил вас, и потом, благодаря его политике, миллионами людей, десятки миллионов сгноили в тюрьмах, убили, расстреляли и так далее. И да, с вами Ленин, это ваш Бог. Поэтому, чтобы было понятно, люди иногда путают. Я-то понимаю, я очень хорошо просто вас знаю. Поэтому я-то пойму всегда, да, с вами Бог ваш Ленин. Вот так будет точнее. А некоторые не понимают. Поэтому вы разъясняете, что ваш Бог это Ленин, который убил вас миллионами. А Путин помазанник Божий, Ленина то есть. И сидит у вас там в Кремле. Да, с этим невозможно спорить. Соглашусь хорошо. Вы против христиане? Нет, почему я против христиане? Фома не верит, все не верит, что проиграл. Да, юзер, совершенно верно. Поверят, когда будет суд Гаги. И тогда они будут говорить, что это не мы виноваты. Это он, чечены нас заставляли. Это он, американцы, Путин с американцами заодно. И он через чеченов нас гнал туда. Вот что они будут говорить. Я не виноват, они будут говорить. Понимаете? Так, вся верхушка России это и есть сатанисты. Да, Сайфулла, точно, это сатанисты. Абсолютно ясно. Вот все им нужно говорить, отвлекать, да, отвлекать внимание. Не получится у вас, друзья. Битый волк. Глупый ты дурак, говорит Виктор Панцеров. А бывает умный дурак и не глупый дурак бывает, да? Интересная у тебя логика, да. А может, это ты у нас из этих? А в Ичкерии сколько убили детей и людей? В Ичкерии за 2 русско-чеченские войны убито 30% населения. Это 300 тысяч граждан Чеченской республики Ичкерия разных национальностей, среди которых 42 тысячи детей. Более 26 тысяч незаконно осуждены. Десятки тысяч без вести пропавших. Десятки тысяч. Рогозин о 18 тысяч говорил и говорил, что ему мало. Ну что, Димон, скоро мы узнаем, мало тебе или много. 18 тысяч пропавших без вести граждан Чеченской республики Ичкерия. Украинские курски это нелегальные мигранты. Скоро домой отправят Ивано-Франковск. Макаров, мне нравится твой этот позитив, твой оптимизм. Мне очень нравится. Ну, увы и ах, да. Надо ли Курчана учить украинский гимн? Ну, смотрите, если вам какая-то страна помогает, если какие-то люди вас освобождают, то мне кажется, что неуважительно не знать их гимн. Например, мне Украина не помогала, а я знаю, я даже в самом начале войны спел гимн Украины. Поэтому, конечно, нужно учить Курчану. Почему это уважительно? И, во-вторых, это прекрасно. Слава. Я хочу уральские
пропаганда, такая пропаганда, и вбили в голову, понимаете, в голову, вложили информацию, что спасибо всем за подарки, друзья. Спасибо. Надо коренным народом РФ уничтожить администрацию и ФСБ, МВВ. Ну, вообще, правильно, нужно было, чтобы русские поднялись и так далее. Фактически, знаете, никто не станет. Вот непосредственно его касается. Вот когда его дом бомба попала, когда его там детей, жену убили, вот тогда он станет. Нас до того атомизирован русский. И война это просто заработать деньги. В Чечне спокойно работали, герои писали, чеченцев мочили, деньги повозили. В Грузии то же самое, повоевали, там воровали, все нормально, поубивали людей. В Украине тоже лишь так же рванулись. Ведь именно поэтому платные все наемники туда поехали. Потому что там старший какой-нибудь приезжал, рассказывал, как чеченцам где убивало, и он всегда в кругу рассказывал, и детям желали, женщин за этим делом. А сидит молодой, ушей, я тоже смотрю, уважаемый стал, его даже участковый боится. Я тоже пойду, короче, воюю. Вот таким вот образом на протяжении не только последних 30 лет, за всей истории с Афганистана, еще раньше, безнаказанность. Для русских воевать это зарабатывать. Никакой идеи, никакой святости, ничего святого нет. Без соблюдения правил ведения войны. Абсолютно никакие законы русских не писаны на войне. Абсолютно. Они зайдут, убьют женщин, детей, нагадят на стол, все сделают. Почему это делается? От безнаказанности. Они уверены, все всю свою жизнь народ. Мы чеченцы, когда ресурсы заканчиваются, сейчас физически, человечески, материальные, ресурсы заканчиваются. Вот таким варварством, вероломством полностью всегда. И вот они бежали на все эти войны, а теперь, увы и ах, ситуация меняется. Но сами внутри России, как я уже сказал, русские считают своего бога, который у них там сидит в Кремле, помазанник Божий. Бог лежит у них там, мумифицированный. Позорище, позорь, до сих пор он лежит. Никто не вякает, никто не говорит, меняется там строй от коммунистического до демократического, так называемого демократического. Ленин лежит, как лежал, вечно молодой. Класс. Поэтому и я не хочу призывать русских. Я бы давно призывал бы россиян, русских вставать и так далее. Вставайте, сражайтесь. Мне как бы ни уголовная статья, ни все остальное. Абсолютно нипочем то, что они мне говорят, угрожают, делают. Я это не делаю только потому, что русские сами этого не делают. Я не вижу русских каких-то воинов, даже тех, кто воюет в Украине. Вставайте, что призывал русских. Я думаю, а что я их буду призывать? Зачем мне тогда призывать? Это большая ответственность. Если тебе человек поверил и встал, и потом он погиб, я не хочу нести за это моральную ответственность, никакую. Ну и русские этого не делают, сами русские. Вот миллионные каналы, огромное количество, вон там сидят на украинских каналах, там их пиарят. Вы сейчас посмотрите на всех, кого вы, украинцы, пригрели на своей груди. Вот этих там Невзоров запустил эту мутку. Это военный преступник, это один из главных пропагандистов против чеченского народа. Он у вас гражданин Украины. Представьте, что происходит. Он запускает утку, что все упали на колени Путина, просят, уйди там, да-сюда, а он не уходит. Это утка, я так думаю. Я думаю, все-таки это утка, которую запускают. Поэтому эти люди не призывают подняться, сражаться. Даже Пономарев не призывает.
Пономарев, там где-то отдельно что-то там делаете, диверсии, там третье, десятое, и показывают там что-то там они сжигают какой-нибудь там железнодорожный узел связи или узел там, регулирования, как он их там называется. Никто не призывает. Почему? Вот нету такого потока, призыва, вставайте, мы вас вооружим, поможем деньгами, поможем информацией, дадим, где какой ФСБшник живет, где какой там генерал живет, давайте будем вычислять их. Нету, не выходить на митинги, выходить там на протесты, потому что никто не выйдет. Или же даже если, может, это не нужно просто никому, чтобы выходили. Невзоров против войны. Невзоров ублюдок, Люба, который вам льет в уши то, что вам нравится, и вы готовы. А где тогда? Давайте тогда я буду поддерживать какого-нибудь Соловьева или Скобеева. А? Давайте мы его в Ичкерию пригласим и дадим ему гражданство. Я не помню, что там Соловьев или там Скобеева там откровенно там наезжали на чеченцев. Зато у него много подписчиков. Его немножко прячем, и все скажем, пошли все отсюда. Если хотите справедливости, украинцы, будьте справедливы. Невзоров, тот, кто расчеловечивал чеченцев, тот, кто снимал очень страшные видео, как чеченцам отрезают голову, какие людоеды чеченцы, и так далее, и так далее. Невзоров показывал кадры, как уши отрезали трупам чеченцев, и из этого гирлянды делали. Это матерый преступник, который без сомнения понесет наказание, суровое наказание от чеченского народа. Санек, помни об этом. Мы, чеченцы, не забываем никогда и ничего. Ты один из тех, кто соучастник, подстрекатель геноцида чеченского народа. И ты за это ответишь. Украинское у тебя гражданство будет, или американское, или какое-либо другое. Не имеет значения. Ты ответишь за это. Мы тебе это обещаем. Невзоров боится литовцев, его бы сразу посадили. Невзоров боится всех, он на задании. Я абсолютно убежден. Знаете, когда мы тут с Аядом и Диговым начали там общаться, начали эту тему поднимать, Невзоров вылез очередной просто раз и сказал, что дудаевцы там, или сторонники Дудаева выжило, подполье Дудаева, там как-то он говорил, выжило, сохранилось. Это для них кошмар, это страшный сон. Для них пусть кадыровцы будут, потом после кадыровцев религиозные вот эти всякие деятели будут, которые вообще не понимают, что говорят, где преступник, где не преступник. Вот это им нужно. Им нужно было, чтобы не было чеченцев свободных. А мы все есть, Невзоров. Мы есть. Ну и так далее. Много Украина на груди пригрела змеи. И посмотрите, о чем они все говорят сегодня. Обратите внимание, о чем они все говорят. Вчера смотрел этого, тоже еще одного пропагандиста ГБшного, Киселева, ну, который уже откровенно всех там Жирновых, Севастьяновых, там всю гибню собрал. Он сам гибнюк и всю гибню собрал. И вы послушайте, вчерашний, позавчерашний, я не знаю, не помню сейчас, какой это был у него стрим. Много он работает, много роликов делает, стримы делает, видео выкладывает. Посмотрите, какие он обороты речи использует, как они все сокрушаются над тем, что Украина освободила Крым. Крым, говорю. Значит, и Крым тоже скоро освободят. Курск. Освободила Курск. Посмотрите, на всех вот этих русских, которых там Радио Свобода, Настоящее время, Freedom украинская уже, а я сейчас американская причина, Deutsche Welle и так далее. Ну просто, ну вы что, вы издеваетесь над нами, что ли? Просто... Ладно, давайте, звук плохой говорит. Добрый вечер, привет вам из Алматы. Саид, Алга, Казахстан.
Да, Тарас, было такое. Глушат, ничего не разобрать, слава Ичкерии. Героям слава. Ты забыл упомянуть еще лубянского дятла Осечкина. Да, да, да. Правда, Гарри Табах начал с ним часто общаться. Не знаю, по какой причине. Невзоров, соучастник геноцида чеченского народа. Абсолютно так, Ичкерия навсегда. Совершенно верно. Как относитесь к Дудаеву? Странный вопрос. Ты хочешь шариат или демократию, Ичкерия говорит? Ну что вы за ерунду говорите? Что вы говорите? У нас есть государство. Ты даже сам не знаешь, что такое шариат и что такое демократия. Ты не знаешь этих понятий, ты меня спрашиваешь. Вы просто выдаете, вот вам программирование, вот это пазловое программирование закладывают, и вы просто транслируете. Вот сюда заходит, или в глаза вы это получаете, через уши информацию, и сразу отсюда уходит. Никакого соединения с мозгом. Подумайте иногда, поймете, что за вопрос, да? Это тоже из той же области, которую задают, ты за Палестину или за Израиль? Вы понимаете, что это такое? Ты за Кавказ или за Ичкерию? Вот такой вопрос вы задаете. Точно так же ты говоришь. Ойляешь, Таджимал? Тебе палестинцев не жалко? Говорит Борис. Конечно, жалко. Кого как мне не жалко? Я правозащитник, мне жалко всех. Мне жалко россиян, русских, которых будут бомбить, и которые русские сами же будут сейчас бомбить и убивать. Мне жалко россиян, которых, вот срочники, которые берут в плен. Вот, клянусь тебе, положа руку на сердце. Клянусь, жалко. А что я могу сделать? Что мне нужно сделать? Что мне нужно сделать? Мне нужно сказать евреям, евреи, пожалуйста, утопитесь в море. Они так хотят. Они так хотят. Это просто у них фашистская идеология. Они не хотят иметь по соседству израильское государство. Просто потому, что вы евреи. Поэтому вам нужно утопиться в море. Сказать? Нет. Я призываю евреев, я цахал еврейскую армию, израильскую армию, призываю соблюдать международное право. Она обязана защищать свою страну. Но нужно соблюдать международное право, нужно избегать жертв. Ну, с террористами и с убийцами, совершившими геноцид евреев 7 октября, хотя евреи их там деньгами заливали, там их там чуть ли не на шею себе посадили. Вот ответили, потому что Путину так нужно было, понимаете? Зло сидит в Кремле. Конечно, жалко, мне всех жалко. Только вот не всем нас жалко. Нет, это не мой ответ. Мой ответ я тебе сейчас дам. Вот он мой ответ. Бум! Ты за чьи права борешься, интересно? Я за права людей борюсь. Самый, ну, я, знаете, вот недавно в стриме сказал, что самый ущемленный народ в мире это чеченский народ. Я считаю, что ситуация с правами чеченцев улучшилась. Улучшилась. Поэтому я думаю, что мы на сегодняшний день не самый ущемленный. На сегодняшний день, вот за прошедшие 10 лет об этом я кричал. И, ну, можно сказать, год, два, три уже ситуация с правами чеченцев улучшается. Поэтому не самый получается пока, дай бог. Я думаю, но это еще, конечно же, не все права чеченцев восстановлены. Право на жизнь, право на свободу и все остальные права чеченцев пока еще не восстановлены. Поэтому я защищаю, как чеченец, права чеченцев, но и права украинцев, и права россиян, которых ущемляют российские фашистские власти. Маш Вовель, Аслан, звук не сядь, может микрофон, может быть, но я ничего не делаю, друзья. Скажите, YouTube плохой звук, да? А как у нас, если я чуть-чуть отойду назад, в TikTok?
Как звук? В ТикТок, мне кажется, нормальный звук, да? Так, Машволь, Евгений, я тебе ответил, да? Шалом, Евгений, шалом. А мне все равно закрадывается мысль иногда, что это договорняк глобальный, чтобы уничтожить людей по обе стороны. Власть же больше всего людей боится. Тарас, нет, это не договорняк, я тебе могу заверить. Это не договорняк, чтобы уничтожить побольше людей. Но есть много-много подводных камней и обстоятельств, которые мы, может быть, никогда даже не узнаем. А так, я не думаю, что это договорняк. Я уверен, что это не договорняк. Я знаю, что... Давайте так, давайте немножко опять вернемся в историю. Я знаю, что когда развалился Советский Союз, американцы были на стороне российской власти, когда разваливался Советский Союз. И они, их президент, по-моему, это был, приезжал в том числе в Киев и говорил: оставайтесь с русскими. Оставайтесь с русскими, с Россией. Потом, когда Путин стал президентом, его тоже американцы поддерживали. Убийцу чеченского народа, самого кровавого палача из вот этих непосредственных исполнителей, ну, может, не самые, они все там одинаковые, в принципе, Владимир Шаманов, звездой героя, которая обогрена кровью чеченских детей и женщин, стоял в овальном кабинете рядом с Джорджем Бушем, и все нормально, ничего страшного, ну, подумаешь, там убивают целый народ, бывает дело. Поэтому Америка возлагала большие надежды на Россию. Они думали, что Путин у них в кармане, что КГБ они контролируют и так далее, и так далее. А русские умеют мимикрировать, русские КГБ, спецслужбы умеют притвориться слабыми, заползти под корягу, как говорит один известный КГБшник, заползти под корягу. Они это умеют, они умеют притвориться слабыми, больными, чтобы их пожалели, и потом нанести удар в спину. И вот то же самое они сделали сейчас американцам. И если сейчас американцы это простят, я не думаю, что Америка будет далее великой, если они простят. Я думаю, сейчас полное ядерное разоружение будет в России. Я полагаю, некоторые части фашистской России перейдут под контроль Украины. Ичкерия, само собой, будет независимой. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Много что произойдет, поэтому я не считаю, что это было совместно. Но у русских принято, когда их царь убивает, грабит, они вместе с ним убивают, грабят, насилуют. Ну а потом, когда произойдет что-то такое неудачное, то они говорят: да это ж царь не настоящий. Оказался не царем, а еще кем-то там и так далее. Вот такие вот вещи происходят. Поэтому я не думаю, конечно же. А украинцам, ну вы же хотели жить свободно, вы же выходили на Майдан, вы же требовали вот этого путинского марионетка. Вы же все знали, что они путинские марионетки. Ваш президент, СБУшник, МВДшник, министр обороны, вся верхушка, все руководство было абсолютно не просто пророссийским или там имело тягу к России, а чистые работники, выполняющие приказ. Вот такие были. Поэтому и вы всех свергли. Это, конечно же, если бы вас русские оставили в покое, я тоже сейчас вспоминаю, знаете, когда пришел Дудаев, когда мы получили свободу, независимость. Вот если бы русские нас оставили бы. Мне было в 91 году, сколько мне было? 14 лет мне было. Представьте, я бы учился в лучших вузах Европы, Америки, а не в вонючем Санкт-Петербурге, где мне не дали доучиться, меня отправили туда, чтобы сделать своим агентом
И считайте, я вам дулю показал. Считайте, не буду показывать, что сделаете вы из нас агентов своих. Мы жили бы у себя в Джахаре, тогда бы он остался, наверное, Грозный. Жили в своем Грозном. У меня была бы своя работа, офис в центре Грозного. Я ездил бы домой. Эх, была бы жизнь. Но мы сделали свой выбор. И, к сожалению, фашистская Россия лишила нас жизни, многих лишила нас десятилетий тех, кто остался жизни, кто остался в живых. И да, отбросила нас в каменный век, можно сказать. Ну ничего, ничего, зато наши дети и внуки будут свободными. Наши дети и внуки. Мы государство свое построили, оно деоккупируется, да, Алмула. Мы будем жить отлично. Ну, вот все зло исходит с Лубянки. Я еще раз и 1000 раз напоминаю. Кремль, Лубянка, это в принципе одно и то же. Вот все зло исходит оттуда. Все зло. Так, давайте дальше. 3 миллиона русских без боя сдались немцам. Да, было дело. Как Рузвельт о Сталине сказал, мы именно будем вести себя с ним, как с джентльменом, и он должен постепенно перестать бандитом. Знаете, ладно, Ичкерия будет Вильной. Дай Бог, Элой, дай Бог. Это я могу, Иван Казак, и дулю показать, и словцо сказать, просто не будем сейчас под запись. Так, ну что вы тут мне тут? Как думаешь, в какую страну РФ отправят очередного красика для совершения преступления? Ай, я не знаю, что ты от меня ждешь, что я должен сказать. Ты намекаешь, что сюда, в Германию, снова ко мне, или уже ко мне отправят? Ну, я жду, уже давно жду. А так, их не нужно отправлять. Здесь по всей Европе их огромное количество. Европа с ними заигрывает. У Европы есть свои агенты здесь, которые обязаны, должны фашистской России. Ну и так далее, и так далее. Поэтому посмотрим. Но я могу сказать, что это билет в один конец им всем. Ну, смертники у них тоже найдутся. Там семья в заложниках, все такое. Браво, вы один из немногих чеченцев, для которых права людей, жизнь выше ложного религиозного братства. Абсолютно, Агиль, точно вы выразились, ложного братства, религиозного братства. Это ложь, это обман и выдумка. Все мусульмане братья, все христиане друг другу. Все христиане друг другу, иудеи все друг другу. По религии все братья. А так, это ложный, доведенный до такого уровня ложь, когда вами манипулируют таким образом. Вас используют. И тогда за короткое замыкание происходит. Например, когда Саддам Хусейн убивает газом курдских мусульман, женщин, детей, там мусульмане были в основном, кого он убил. И вот тогда замыкание, вроде бы этот мусульманский правитель, и вроде бы там убил, там, как разобраться? Конечно, это все нужно разбираться и быть очень внимательным. И я вам скажу, я тоже приходил к этим мыслям разным поэтапно, не все сразу. И я теперь объясняю чеченцам, и тоже чеченцы, я вижу, даже такие с радикальными взглядами мне звонят, говорят: Асан, я многое узнал, спасибо тебе, что
это все оказывается там, не все там, это оказалось обманом и так далее, и так далее. Я вот этим и занимаюсь. Я надеюсь, что ко мне присоединятся еще наши люди и будут также продолжать эту работу. Так. Да, на Майдане не дожали этих бесов. Да, Тарас, знаете, какая большая ошибка была? О ней говорили, это не мое заключение, а, какого-то умного человека, я помню, что на Майдане сказали, что вот народ, который сверг эту власть ценой, мы знаем, небесную сотню, помним, погибших. Вот вы теперь, вы давайте занимайтесь. Нет, мы должны заниматься. Вот что нужно было народу сказать. И вычистить, провести первое должно было, это закон о люстрации должен быть, который еще в 91-м, 2-м годах должен был быть уже реализован. Нужно было тогда его реализовать, в 14-м. Сейчас это будут уже герои, понимаете? Те, кто против фашистской России, они легко делается. Они могут убивать россиян, брать в пленных, доказывать, медали получать там огромное количество, там чужие операции себе приписывать. Это все было в Чечне. Все было. Настоящие чеченцы сражались, погибали, а гибнявые получали ордена и потом становились за Россию. И ты ничего не скажешь, а ты кто тебе скажет? Ты что, воевал? А у меня тут медали. Например, возьмем братьев Ямадаевых. Высшая награда «Честь нации» ОМНС. За то, что он достал там вот эти стрелы против вертолетов, самолетов. Напали там на колонну русскую. Захватили, там, ликвидировали водителей. Вот сейчас как у вас там один деятель имитировал. Вот точно так же сымитировали. Принесли ему за это вот честь нации. Но одна проблема была в этих ракетах. Там каких-то вот такой капсуль такой должен быть, или какой-то там механизм, какая-то там плата, которая не дает стрелять. И вот без нее это просто труба. Просто труба. Вот их не было. А так, да, вот добыл в бою, захватил, все, представили к награду. Это были братья Ямадаевы. А возьмем Ахмада Кадырова, главного, которого вы видите. Вы думаете, Ахмад Кадыров стал Ахмадом Кадыровым там, из ниоткуда? Нет. Это был самый ярый сторонник Шамиля Басаева в начале и Дудаева. Он объявлял джихад России. Понимаете? Джихад, религиозный. Мы воевали, а тут он вылез и сказал, что это священная война, мы должны сражаться, как муфти, религиозный деятель. И так далее, и так далее, и так далее. И вот вы можете взять, это все агентура. Кто был за нас и перешел на сторону, их всех, почти всех уничтожили. Почти всех. Там Кадыров, Кадыров Ахмад еще и Рамзан, некоторых под свою гарантию за то, что он выполняет его приказы, он каких-то своих людей, там есть этот, как его, Турлаев один у нас есть. Вот он не был за Россию, но ему, видимо, как профессионалу дел убийств, позволили немного пожить, чтобы он продолжал свое кровавое ремесло. Наверное, поэтому. А так, в основном всех они убили, всех ликвидировали, убрали и так далее, и так далее. Поэтому трудно будет потом подходить к Ямадаеву, например. Мне, когда я себя уже знал, подходить, что он не работает на Россию, прийти ему сказать, часто его Кадыров убил, ну тогда прийти и сказать: Сулим, ты что, короче, ты же за русских, а он с медалью «Честь нации», там, герой войны, там, все такое, а я кто там? Молодой парень пришел, сказал, иди отсюда. И выстрелит в голову. И ему ничего не будет за это. Ну, так он делал. Поэтому вот такие вот вещи. Это очень сложная задача, как выкорчевывать вот эту гниль эту из своих рядов. Это очень сложно. А я вам это говорю не выдуманно,
а на реальных исторических фактах, которые вот недавно при моей жизни, при нашей всей жизни произошло. Не понимает, что с бандитом можно только как с бандитом. Да? Асан, как ты думаешь, вероятно, западные страны из-за религии игнорируют наше стремление к независимости? Нет, я не думаю, что именно из-за нашей религии. Конечно, когда вы говорите, что нужно уничтожить Америку, и нужно там стереть с лица земли там, Израиль, там все кафиры должны быть убиты, конечно, ни у кого особо такого сильного желания помогать не появится. А мы это говорили, и даже сейчас есть, не просто даже агенты. Агенты, понятно, они эту работу делают. А есть полезные идиоты, которые не знают, что нести, а рот заткнуть им нельзя. Свобода слова у нас, так сказать. Поэтому я считаю, что нет, не дело в нашей религии. Хотя это, конечно же, наверное, накладывает какой-то отпечаток на это все. Но, например, Косово – это мусульманская республика. Косовары, албанские мусульмане, боснийцы мусульмане. Например, был суд по Радко Младичу, начальнику Марка Фейгина. Ну, и такие вещи. В какой-то степени, может быть, это имеет, но оно не имеет такое решающее значение. Просто здесь больше уместнее говорить, что у России слишком много полезных ископаемых, слишком много всего хорошего и дорогого, ради чего, да, свои интересы, национальные интересы, экономические интересы своих государств, вот люди отказываются от принципов, от памятника статуи свободы. Говорят, ну ладно, свобода подождет, давайте газ будем у русских качать. Или же давайте атомное оружие их разоружать. И какие-то вещи, не только экономические, я думаю, Америка и Англия извлекли неплохо пользу из сотрудничества. Нефть, газ, например, говорилось, что на Дальнем Востоке, там, на Сибири, где холодно, вечная мерзлота, то только англичане могут добывать нефть, и у них только есть технологии, там, добыча газа, нефти и так далее. И они качали эту нефть, и они там, как можно сказать, монополистами были. Есть другие вещи, кроме финансовой составляющей, но финансовая составляющая, на мой взгляд, самое главное. И из-за этого нам сказали, подождите, то есть тихо, не крича, умрите, тихо заткнитесь и сдохните, нам сказал Запад, нам сказал этот мир. А русские станут скоро демократами. Так мы говорим, да мы знаем, что они никогда не станут демократами. Особенно если вы им полный зеленый даете. На все. Не-не-не, потерпите, вот сейчас станут, вот видите там. И русские перед ними как бы, ну, эти тоже оказывают давление. Говорят, ну вы что, вы так откровенно, вас ведь Билл Клинтон попросил малой кровью, а вы тут все утопили. А вы что нашего Билла не слушаете? Давайте аккуратнее делайте свою грязную работу. Ну и русские еще больше, там, контрактик какой-нибудь, ну там ядерное оружие подкинуть. Короче говоря, пока мы боролись за свою свободу или просто за выживание, все делали свои дела. Это факт, это правда, которую глупо отрицать будет кому-либо. Поэтому я считаю, не главная тема то, что мы мусульмане. Главная тема, что Россия очень богатая и очень сильная. Так, мое уважение чеченскому народу. Кто не продался кремлевским фашистам? Думаю, Украина, Грузия, Молдова и Чечения. И у этих стран одинаковые проблемы. Хотя шанс лучше, чтобы избавиться от России, есть у молдаван. Кстати говоря, жизнь бесценна, пишет.
Шанс, чтобы избавиться от России, есть у Молдавии. Именно сейчас можно с Приднестровья выгнать их. Да, кстати, сейчас об этом много говорят, и было бы очень правильно, если бы Молдова очистилась бы от вот этого иностранного присутствия. Но это, конечно, тогда сигнал. Следующая будет Ичкерия, потому что Молдова, она, хоть она начиналась в Советском Союзе, но это одна из первых вот этих войнушек, которые устроили фашня руснявая. Так, когда мы еще не говорили о том, что нужен халифат, что нужно уничтожить демократию и так далее, РФ устроила нам геноцид. Как это объяснить? Мы же при наблюдении более 50 стран проводили демократические преобразования. Когда мы еще не говорили о том, что нужен халифат, что нужно уничтожить, что нужно и так далее, РФ устроила нам геноцид. Но первую русско-чеченскую войну после гибели Джохара Дудаева фактически уже сливали на Западе. Тим Гульдеман был одним из тех, кто сливал чеченскую свободу и независимость. Была договоренность, понимая, что мы уже находимся на грани полного уничтожения. Хотя мы уже были после Первой войны, у нас была просто разруха, нищета, убийство. Просто страшно было. И нас сливали. Вот один из них Тим Гульдеман. Запомните эту фамилию. Это очень богатый человек, сейчас говорят. Не знаю, откуда у него деньги. У него появились они после того, как он слил чеченский народ фашистской русне. Либо до этого был богат, не знаю. Но не только он один. И это все было. Далее, после Первой войны, уже к концу Первой войны, не к концу, вот этих суперрелигиозников на войне я не видел. Все на войне верующие. На войне нельзя быть неверующим. После войны все, кто не был на войне, стали, чем больше борода, это удостоверение уже было. Чем больше борода там и так далее. Поэтому, как объяснить? Объяснить тем, что то, что я тебе сказал, да, нами приторговывали и довели ситуацию до вот сегодняшнего положения. И украинцы нами приторговывали, мы про Запад говорим. Украинцы, не обижайтесь, правда есть правда, сделали больше, чем Запад помочь России. Украинцы воевали, украинцы бомбили чеченские города, летчики были украинские. Огромное количество людей, как граждан России, так и граждан Украины воевало. СБУ за что сейчас так сильно ненавидит чеченцев? Или СБУ, или какая там пятая колонна. Потому что принимали участие в геноциде чеченского народа. И им не нужно, чтобы чеченский народ поднял голову и заявил о своих правах. Вот как все было. Вот довели до ситуации, в которой мы оказались. Мухаммад, нам в этом мире поможем только мы сами. Мы должны выучить уроки, запомнить уроки, которые были в истории. Мы должны изучить международное право, правила и играть по этим правилам и отстаивать интересы чеченского народа. Другого выбора у нас нет просто-напросто. Понимаете? Другого выбора у нас нет. Никто нам не будет. 50 стран голосовало, а у Украины, например, две самые великие державы, Великобритания и США, гарантировали передать ядерное оружие, что они заступятся. Они заступились, конечно. Но много чего было упущено. Понимаете? Много чего было упущено. Так. 50 стран наблюдатели были, вот я эту мысль хотел сказать. 50 стран были наблюдателями. А кто такие наблюдатели?
Они в свою страну уезжают, говорят, да, было честно. Все, их роль заканчивается. А что вы избрали себе честного президента, его потом убили, потом завернули в свиную шкуру, как говорил Жириновский Аслана Масхадова, и закопали в безымянной могиле, труп не отдали родственникам. Ну вот, что сделать? Наблюдатели из 50 стран приедут освобождать? Нет. Извините, у нас закон, говорит Россия. У нас борьба с терроризмом. Вы же признаете, что вы боретесь с терроризмом. Да? Мы же одно дело делаем. Да, ну все. Масхаду, да, когда вы его наблюдали, он был не террорист. А теперь стал. Все, закон, вот смотрите, читайте. Все. Вот такая вот эта жизнь. Вот такой суровый этот мир, друзья. Нету здесь справедливости и так далее. Надо стремиться, добиваться. Если мы не будем стремиться, то вообще мир провалится в ад. И нужно изучать международное право, изучать, извлекать уроки из своей истории, опыта своего. И отстаивать интересы. По-другому никак. По-другому никак. Мы можем обвинять Запад, обвинять Украину, обвинять всех, а толку от этого никакого не будет. Я это говорю, чтобы вы знали, чтобы не говорили, что я там кого-то выгораживаю, я там кому-то там пытаюсь свою личную какую-то там ущерб правде какую-то там сесть. Нет. Я говорю так, как я это вижу и как было. Если нет, ну возразите, покажите, я соглашусь, если убедительно мне докажете. Как-то так. Так. До Чечении русские обманули минимум договором Грузии 92-90. Да, абсолютно так. Совершенно верно. Грузия. Всех русских всегда всех обманывают. Всех всегда. Косовские албанцы без... Так, прекрасно. Ассаламу алейкум. Просьба не говорить русский. Кремль решал так-то по сути. При всем уважении к тебе, Асан. Уважаемый Бабаев. Алейкум ассалам. Я не имею в виду русские этнические принадлежности, это русские. Речь идет о политических русских. Если появятся какие-то другие люди, которые будут соблюдать международное право, просто общечеловеческие принципы и так далее, я перестану говорить русский. Дайте мне какое-нибудь другое, как мне обозначить. Сказать Кремль? Но это не полная правда. Я жил среди русских, я знаю их настроение, очень хорошо знаю. У меня был, у моего друга, моего знакомого, точнее, был знакомый или друг, которые очень хорошо относились. Мы там, русский парень, общались, все такое. И как-то мы с ним разговаривали, и я понимаю, что он имперец. Я говорю, ты что, империалист, ты имперец? Да. Я говорю, ну понятно, а что ты с чеченцами дружишь? Значит, чеченцы должны быть под ним, тогда он их друг. А если на равных, он не может с ними быть друг. Вот такие вот русские империалисты. Да, это, ну что такого? Ну что, да, Великая Русская империя там захватывает какие-то народы. Ну что здесь такого? Это же великая. Русскому же от этого приятно. Только есть у этого другая сторона медали. Там, где этому бичу, где подворотне, лежащему в собственной луже, приятно, там гибнут женщины, дети, мужчины, уничтожается все живое. Так-то, конечно, ну, что плохого-то в империализме? Очень круто быть русским империалистом. Как-то так, дайте мне какое-нибудь другое обозначение русских империалистов, и я буду называть их по-другому. Но только не Бабаев мне это должен дать, а русский мне это должен дать. И не просто сказать, вот, Аслан, называй их там как-нибудь там по-другому. Он должен доказать, сделать это, показать. Показать, что это нормальные, цивилизованные люди, с которыми нам, моим детям, внукам, правнукам, всем нашим, и украинским, и чеченским, и всех остальных, что нам будет безопасно с ними жить. Что они нас не будут завтра убивать, они не будут считать себя над нами. Ведь у русского человека
Понимание на равных не существует. Под или над. Или под, или над. По-другому они не понимают. Понимаете? Это рабская психология. Вот мы говорим, рабская психология, рабская... Это факт. Это на самом деле так и есть. Посмотрите, ты начинаешь с ними на равных, они тебе на шею садятся. Ты начинаешь его гонять, все, он послушный, исполнительный, и у тебя нормальные отношения. Это факт. Я не про всех говорю, Сергей. Я не про всех говорю. Но это правда. Мы создали государство с демократическими институтами, светскими устоями. Я не знаю, что такое светские устои. Демократические институты у нас все было. А когда русня напала на нас, весь мир наблюдал. И как тогда называть демократию? Даже Басаев об этом сетовал. Мухаммад, ну посмотри на Украину. Посмотри. Столько помощи, столько всего этого. И то, только когда уже поняли, что украинцы готовы сопротивляться. Им не давали танки, им не давали все это, им джавелины еле-еле дали. Посмотреть, справятся украинцы или нет. Поэтому я думаю так, что никто нам ничего не должен. Демократия это не западная, понимаете? Это не западное изобретение. Демократия это чеченское, родное. Мы демократы чеченцы. Понимаете? Вот в чем. Народовластие. У нас никогда не было царей. Это и есть демократия. О чем мы говорим? И никто нам ничего не должен. Мы поэтому можем сидеть сегодня и говорить, что нас вот сделали, это сделали, то сделали. И все. Каждый сам. Мы должны какому, как говорит Ая Дигов, как Джахар Дудаев им говорил. А что там у нас в Гондурасе происходит? Вы знаете, что в Гондурасе происходит? Я не знаю. Я не знаю, что в Сомали происходит. Жалко, конечно, очень жалко. Очень. Вот эти защитники Палестины там и так далее. Вот тоже очень интересная тема. Если 7 октября совершается акт геноцида евреев, и евреи отвечают, да, чрезмерно, да, не нравится мне это. А что делают в Китае с уйгурами? Они что, Китаем совершили акт геноцида? Вот. На самом деле из-за религии ущемляют. Но нет, про уйгуров не говорят, потому что нет такой пропаганды. Есть пропаганда сейчас, русская пропаганда, а мы все живем, кто говорит на русском языке, русском информационном пространстве. Ни одна вот эта защитница и всего остального не высказался по поводу уйгуров. Где вы, защитники мусульман? Там идет война за то, что одна страна и другая страна, одна страна не признает другую страну на право на существование, другая страна борется за свое существование. Это территориальный, земельный вопрос. Религия там вообще никак, никаким боком не касается. Ну, касается, конечно, это иудеи, это мусульмане и так далее. Но то, что палестинцы накручивают, защищают, ведь геноцид был совершен. Наводнение Алякса называлось. Вы знаете это? И там много можно чего говорить. Где вы, защитники мусульман? Почему не говорите про уйгуров в Китае? Почему вы об этом не говорите? Может, вам нужно об этом по российскому Соловьев об этом сказать? Или сейчас у вас раскручивается, просто у меня в голове не укладывается. Как они раскручивают? Короче, подряд видео, и Гайдар Джемаль, и Архан Джемаль, видосики у одного там. У него там супер, там, религиозный, там, про мусульман, там, антисемитизм, все как положено. У него там Архан Джемаль, Гайдар Джемаль. Архан был ГРУшником. Полагаю, и Гайдар был военным. Гайдар Джемаль был военным. Российским военным, русским офицером, русским солдатом это был. И вы это нам рассказываете, вы, может,
Матчасть подучите. Эти вещи... Ладно, пойдемте дальше. Да, ты прав, Астам, мы должны взять пример. А зачем с него брать пример? Я услыхал тебя, Астам, все понял. Спасибо, Бабая, спасибо. Так, я всегда мечтал попасть в Грозный. Моя мечта сбылась. Никогда не забуду гостеприимство чечен. Никогда целую руку их матерям, низкие поклоны. Бабай, ты меня, конечно, прости, но ты в Грозный никак не мог попасть. Но если это было уже после 97 года, ты попал в город, оккупированный город Джахар. И если ты просишь уважения к вам, вот к тем же к русским, почему вы тогда не прислушиваетесь к нам? На Украине и в Украине вы научились говорить. А почему-то город Джахар называть, это или Чеченскую республику, Ичкерию, свободное и независимое. Вы этому еще пока не научились. Почему так? А тогда, почему я должен тогда относиться по-другому? А? Не я же напал на вашу страну, не я же оккупировал, не мы же оккупировали вашу страну. Ну да ладно, пойдем дальше. Приветствую. Как относится к войне на Южном Кавказе? Приветствую. А что там за война на Южном Кавказе? Убили сперва Гамсахурди, а затем Дудаева. Два настоящих героя СВСН. Да, совершенно верно. Я их называю кацапами, говорится. Ты их называешь кацапами, а за это меня могут забанить, за кацапа. Так, верно. Так, над Рейхстагом подняли флаг и Егоров, и грузин Кантария. Спросите, что сделали кремлевские фашисты с ветераном Кантария в 92-93 году. Над Рейхстагом 45 флагом подняли Егор, уничтожили жизнь его родственников и соседей, отняли дом и выгнали его. Ну, конечно, это все туфта, можем повторить, спасибо деду за победу, там вот это вся это туфта, она ровным счетом ничего не значит. Это все обман. Обман. Как только 9 мая заканчивается, все, больше не об этом не говорят, на машинах еще остаются, там на Берлин, там 3-10, и все. И тишина. Конечно, это все лицемерие. Столица тимчасово оккупированной, временно оккупированной Ичкерии, Джахар чи Джахар-Гал. Джахар-Гал это город. Гал это город. Джахар-Гал будет более правильно, так, по-моему, название это было. Ну, я как в городе Джахаре, когда на русском говорю, а так Джахар-Гал. Гал это город. Демократия, как и вообще добро, должно быть с кулаками. Абсолютно, Евгений. Совершенно верно. Победа была благодаря Америке. Нам преподавали искаженную историю. Говорит, так, о чем мы говорим сейчас? Вы уже тут. Будущее России, по вашему мнению. Слава Украине и волю города Ичкерии. Героям слава, Ирим, спасибо. Будущее России, по вашему мнению. Будущее России, ну, у меня плохой прогноз. У меня отвратительный прогноз для фашистской России. Я полагаю, что Россия, знаете, вот исходя из чем больше мы углубляемся, я думаю, что это будет похлеще, чем суд над нацистами в 45-м году, 46-м, 45-м. Я думаю, что, ну, у меня очень плохой. Если сейчас русские опомнятся, свергнут власть, принесут голову в эту путинскую власть, принесут голову этого Путина, Патрушева на блюдечке, ну, я имею условно, это так, образное выражение, за шкирку в Гаагу, если приведут, если все это произойдет, то есть вероятность, что будет не так все плохо.
А так, я полагаю, что Россия понесет такую ответственность, которую еще в истории никто никогда не нес. Ни нацисты, ни все остальные. Я полагаю, что будет так. Вы смотрели фильм «Воздействие»? Я вот недавно как раз выкладывал ссылку на обсуждение этого фильма «Воздействие». И там очень четко рассказывается о том, что за убийствами детей в школе, вот это шутинг называют, школьная стрельба, массовое убийство, когда один ребенок убивает других, за этим стоят РПЦ русские, которые используют специальное пазловое программирование людей. На протяжении от года до 3 лет проводится над школой такой эксперимент. И потом и в этой школе появляется убийца, который убивает детей, своих одноклассников, одногруппников и так далее. Понимаете? Как вы думаете, им простят это все? Сейчас будет выходить наружу такая правда. Вот эта правда уже взрывает мозг. Посмотрите фильм «Воздействие». Посмотрите. И любой русский, который разделяет и скажет, да, правильно, наши молодцы и так далее, он сумасшедший. И он заслуживает то, что тогда будет с Россией. Вот что будет. Единственное спасение – признать свою неправоту, посыпать пеплом голову, сдать всех этих убийц, как югославы, сербы сдали, всех вот этих Слободана Милошевича и всех других ублюдков. И вот их, если это произойдет, но я думаю, это не произойдет, потому что система КГБ будет драться. Драться будет. И причем она будет военными российскими драться. Она сама не... Генералы, полковники, подполковники в очереди к ЦРУ, к американцам в очереди стоят, сдаются. Понимаете? В очереди. Поэтому они будут драться до последнего россиянца. До последнего. А там посмотрим. Валейкум салам, Шаряни Машоваль. В Грозном был лет 5-6 назад. Против твоих слов никаких вопросов нет. Все ясно объяснил. Обязательно должен быть суд. Особенно журналистов, которые поддержали кремлевский фашизм. Абсолютно точно, жизнь бесценна. Абсолютно. Все журналюги обязательно 100% должны сесть на скамью подсудимых. Однозначно и 100%. Это 100%. Ты еще ответишь за свои слова, говорит Сергей Владимирович. Что, серьезно, что ли? Дудаев был против, чтобы его именем назвали город. Дудаев был бы против, если бы он был бы жив. Если бы Дудаев был бы жив, и назвали бы город, как в Казахстане, Нур-Султан назвали, или же когда там везде портреты висят, как Кадырова, там ФСБ развешивает специально, культ там такой навязывается, показывают чеченцев дикарями, которым там нужен такой культ там и все такое. Тогда можно было бы сказать, что он был против или за, или еще что-то. Джохар умер и решал парламент Чеченской Республики Ичкерия. Понимаете, как переименовать Грозный, который назван в честь Ивана Грозного, для запугивания, для устрашения чеченцев. Понимаете? Поэтому это само собой нужно было менять название. Ну раз было, но пусть будет, потому что русские хотели нас запугать этим именем, этой крепостью тогда, когда ее создавали. А получилось так, что при упоминании, что им нужно ехать в Грозный, у них случался вот это, как она... Медвежья болезнь такая есть, случалась. Поэтому как-то так, да. Дудаев не был против. После смерти
Такого даже и при его жизни я не думаю, что даже обсуждалось. В Америке, а у отцу Америки, а у отцу Германия, а у город Гамбург. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Так, я тебе салам дал, брат. Да? Серьезно, что ли? А я только дошел до него и только принял, а ты поспешил, да? Вы молодец, спасибо за правильную позицию. Спасибо вам, Айжан, спасибо. Салямет сиз. Так. Так, друзья, я думаю, мы достаточно уже в эфире. Уже час уже 40. Я на этом свой стрим закончу. Так, друзья, на этом я свой стрим заканчиваю. Спасибо, что смотрите, поддерживаете. Завтра будет стрим с Аядом Идиговым на чеченском языке. Будет стрим на платформе открытого диалога единственной легитимной чеченской власти, президиума, правительства Чеченской Республики Ичкерия. И, я думаю, будет и Алла Дудаева, вдова Джохара Дудаева, и Аяд Идигов, ну и наши другие постоянные гости, Мусаба Мадгириев, ну и другие, которые туда заходят, бывает. Вы можете задавать вопросы, принимать участие. На этом я свой стрим заканчиваю. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Все будет Ичкерия. Слава Украине, Господи, благослови Америку. О Аллах, благослови Америку. Адикюэль Маш Оль. До свидания, друзья.